Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Спиридонова Изольда. Я ученица 10 класса УМБО Маконская СОЖ имени Николая Осиповича Кривошапкина. Меня зовут Винокурова Саяна, я ученица 11 класса. Тема нашей работы – особенности композиционной структуры сюжета Ланко на примере Ланко Максима Филипповича Мосова и Дугуебова. Актуальность. Ланко – эпос народа Саха, гордость якутской нации. В 2006 году ЮНЕСКО отметил, что якутский эпос является шедевром духовной культуры всего человечества. Известно, что до революции в каждом наследии проживали популярные и признанные аланкосуты. В 1939-40-х годах фольклорист и краевед Саген Боло работал в Ямаконском районе. В течение больших 2 месяцев Саген Боло побывал в первом Бургонском наследии и во втором Бургонском наследиях, где собрал богатый фольклорный материал из уст местных старожилов. В Ямаконе он встретился с 4 аланкосутами и из их слов записал несколько аланко. Благодаря собраниям Саген-Боло их работы хранятся в архивах ИЯИЛ. Из собранных работ только 2 аланко вышли в свет. Один из них аланко Дугуебова, автором которой является Максим Филиппович Амосов. Цель работы – определить особенности композиции сюжета Ланко Дугуебова. Задача. Первое. Чтение и изучение Ланко Максима Амосова. Второе. Найти соответствующие материалы в местном музее. Третье. Изучить краткое содержание Ланко заречных улусов. Метод изучения соответствующей литературы и архивных материалов, сравнение, анализ. Практическая значимость. Аланко можно использовать на уроках при проведении внеклассных мероприятий и так далее. Великий якутский писатель Платон Алексеевич Уюнский об Ланко говорил, что народные песни и эпос являются первоначальной ступенью для развития любого народа. В своей работе «Педагогика жизни» Академии Творческой академии России, основоположник Музея народной педагогики село Оросу Константин Черяев писал, что воспитательная роль Ланко подобна педагогической энциклопедии. Ланко развивает сознание и разум человека. Ланко – это героический эпос народа Саха, который возник еще в древние времена. В Ланко выражена любовь к родной земле и идея защиты ее от злых абасы. Основные образы Ланко олицетворяют доброе и злое начало. Фольклорист-краевед Саген Боло работал в Ямаконском районе в 1939-40-х годах. В течение больше 2 месяцев Саген Боло побывал в первом Бургонском наследии в местностях Улахан-Көл, Көрдүгүннах, Үрөктөрдө, Сарба, Сордонно. А во втором Бургонском наследии в местностях Тарым, Үрях, Икки, Ампар и так далее, где собран богатый фольклорный материал из уст местных старожилов. В Ямаконе он встретился с 4 аланкосутами и из их слов записал несколько аланко. Одним из местных аланкосутов является Максим Амосов. Саген Боло в 1939 году с 11 по 18 декабря Иисус Аланкосута Максима Филипповича записал рукопись, которая состоит 5810 строк. Тогда Максиму Филипповичу было 73 года. Он был женат, образования не получил. Отец умер 4 года, а мать умерла, когда мальчику было 7 лет. С 2 братьями остались сиротами. С молодых лет потратил у местных богачей. С 20 лет он пел аланко, который слышал от старика аланкосута Кирилловский Сёдор. После смерти аланкосута Максим Филиппович исполнял его аланко, увековечивая его песни. По рассказу старика аланко Дугуебова является древним. Исполняли его в течение 2 веков. Известный фольклорист Николай Емельянов в своей работе сюжета якутского Ланко по содержаниям делит на 3 группы. В первой группе рассказывается жизнь богатырей в среднем мире. Здесь богатыри, спустившись с верхнего мира, обосновываются и создают семьи. Вторая группа – это ланко про предков народа Саха. К этой группе относятся такие ланко, в основном про Эллей-Батури, Амугой-Бае и других богатырях. В третьей группе рассказывается о богатырях, которые защищают жителей среднего мира. Отличием от первой и второй группы является то, что враги богатырей появляются от внешнего мира. В структуре ланко завязки рассказывается созидание мира, описывается жилище, род богатыря и его назначение в мире, поскольку он был сиротой, о родителях и его взрослении упущено. Повод – притеснение земных людей родом Абасы, похищение девушки. Развитие действия, путь богатыря. Кульминация – бой между Дугуебовой и богатырем Абасы. Развязка.
Богатырь освобождает земных жителей от гнета Аббаса, но богатырь попадает в ловушку женщины Аббаса. Эпилог. Богатырь не успевает жениться на любимой, которая носит под сердцем его ребенка. Это дает понять, что читателю, что у него остается его потомок. Отличие Лунка Дугуебора от Лунка Заречных улусов. Первое. Дугуебора живет на севере, где есть незамерзающее озеро. Есть описание зимней природы. Второе. Одежда богатыря похожа на одежду овенского богатыря. Тулуп из шкуры оленя, рукавицы и шапка из камысов с горного барана. Одежда тормоза. Одежда богатыря Олунка Заречных улусов, доспехи все из железа, щит и шлем и железная шапка. Тарбаза – щит из шкуры лося. Одежда вся из шкуры домашнего скота. На шлеме изображение солнца, макушка украшена конскими волосами. Четвертое. Занимается скотоведением. Содержит коров и лошадей. Уходя на сражение с Аббаса, Дугуебова просит от Всевышнего, чтобы оберегали его скот. Пятое. Отсутствует оказание реальной помощи мифологических образов. По содержанию Лунка Дугуебора Сехен Боло нарисовал трехмерный мир Вселенной. Верхний мир, средний мир, где родился и жил богатырь, и нижний мир. Сехен Боло На рисунке Сехен Боло четко видны Китай и Тибет, так как в Лунка присутствует описание этих земель. Заключение. По форме, стилю, структуре, языковым средствам Лунка Дугуебора отличается от других и имеет свои особенности. Первое. Дугуебора живет на севере, где есть незамерзающее озеро. В других Лунка описывается только лето. Отслеживается влияние жизни эвенов в его одежде. Тулуп из шкуры оленя, рукавицы и шапки из камысов с горного барана, высокие торбаса. Он похож на овенского богатыря. Второе. Мифологические образы не существуют, как в других Лунка. Их имена даже не упоминаются. В конце Лунка женитьба не осуществляется. Он умирает, попав в ловушку женщины Аббаса, не успев жениться на любимой, которая носит под сердцем его ребенка. А в других Лунка основной герой всегда остается в победителях, и в честь него организовывается трехдневный праздник Асых. Четвертое. Идея Меконского Лунка похожа на идею других Лунка, но отличие прослеживается не только в одежде и месте жительства, но и в заключительном моменте Лунка. Спасибо за внимание.